Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Прокомментируйте текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией у нас в регионе. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике является напряженной. И непосредственно за последние сутки, так же как и в течение всей недели, характеризуется выявление увеличения новых случаев новой коронавирусной инфекции на территории республики. Так, в целом за последние сутки зарегистрировано 129 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске это количество составляет 70 случаев. 9 случаев зарегистрировано в Мирнинском и в Нерюнгринском районе, в которых, так же как и в Алданском районе, в котором зарегистрировано 6 случаев, а в Нерюнгринском 7, они связаны с окончанием первого этапа отпусков и, соответственно, с приездом жителей и, непосредственно из отпусков. Что касается новых случаев в Вилюйском и Сунтарском улусах, там, где зарегистрировано по 5 случаев, основными причинами завоза в данные районы являются выехавшие на, соответственно, различного рода конкурсы, отпуска за пределы Республики Саха-Якутия, как детские коллективы, так и, соответственно, взрослые. Поэтому еще раз обращаю внимание в целях того, чтобы не допускать распространения новой коронавирусной инфекции в большом количестве, именно не создавать в том числе семейные, а в последующем и корпоративные очаги. Хотелось бы обращать внимание на безопасное передвижение по территории Российской Федерации, а соответственно в связи с тем, что дети не относятся к категории людей, физических лиц, которые подлежат вакцинации. В связи с этим, конечно же, необходимо, чтобы дети под контролем родителей соблюдали соответствующие нормы. Кроме того, обращаю внимание, говоря об этой ситуации, что на территории Республики Саха-Якутия по указу главы республики дети младше 14 лет не вправе находиться в местах общего пользования, таких как торговые центры, без сопровождения взрослых. Соответствующие результаты комиссии сегодня административные дают, и поэтому обращаю на это внимание. По 4 случая зарегистрировано в Усть-Алданском улусе, по 3 случая в Ленском, Алекминском, Птатинском и Хангаласском, по 2 случая в Ангинском, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском. По 1 случаю зафиксировано, к сожалению, в наших северных улусах, это Верхоянский и Аймиконский, а также в Усьмайском, Горном, Намском и Нюрбинском районах. На сегодня необходимо обратить внимание, что распространение инфекции у нас увеличилось количество детей, а также непосредственно лиц, женщин беременных, кормящих мам, которые болеют новой коронавирусной инфекцией. Еще раз обращаю внимание на тот факт, что действительно ни дети, ни кормящие, ни беременные мамы, они находятся в группе риска, а соответственно они не подлежат вакцинированию. Соответственно, мы в обязательном порядке, люди, которые их окружают, должны о них заботиться и, соответственно, самим пройти вакцинацию для того, чтобы не представлять им угрозу. А соответственно, для детей, для беременных и кормящих очень важно сегодня соблюдение всех норм санитарно-эпидемиологического характера. За сутки лабораториями медицинскими учреждениями республики проведено 3021 анализ. Всего у нас с момента начала коронавирусной инфекции в республике проведено 1 258 513 анализов. На настоящий момент непосредственно на территории республики в целом поступило 281 855 доз вакцины. Вакцина на территории республики, которая сегодня есть, это 2 видов вакцины Эпивак, Спутник и Спутник Лайт. Первую вакцинацию у нас получили 270 903 человека, в том числе из них 54 474 лица старше 60 лет. На настоящий момент использованы из поступившей вакцины 25 072%. Необходимо обратить внимание, что поступление вакцины осуществляется на бесплатной основе с Министерства здравоохранения Российской Федерации по, соответственно, графикам поставки, утвержденным Минздравом России. На настоящий момент мы ждем в ближайшее время поступления вновь вакцины, и о наличии вакцины и работе вакцинальных пунктов извещаем регулярно каждый день. При изменении
изменении мест вакцинации также обращаем внимание. В республике относительно тех групп, которые у нас провакцинировались в декабре и в январе, это в основном были медицинские работники, начался процесс ревакцинации спутником Лайт, и также спутник Лайт доступен в наших поликлиниках пока в небольших объемах, но через запись, о которой мы говорили всю прошлую неделю, сегодня является доступной вакциной. На настоящий момент количество, в целом, в среднем больше 66% от плана, 60% от всего населения. У нас является средний показатель по республике. 14 районов республики у нас находятся ниже плана. И здесь необходимо обратить внимание на 3 района, которые не выполнили даже половину от плана. К таким районам относится у нас Верхневилюйский район и, соответственно, Татинский район. Еще раз обращаюсь внимание, особенно в Татинском районе. Сегодня нельзя в вашем районе ситуацию назвать благополучной. Большое количество людей заболевших. Потери в семьях, в том числе и связанные с беременными и с молодыми мамами. Поэтому спастись мы сегодня, и вы спастись друг друга можем лишь только, если вовремя проведем вакцинацию. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Глава республики Айсен Николаев в ходе рабочей поездки проконтролирует ход тушения лесного пожара в Кобяйском районе. В этом году впервые на всей территории Российской Федерации будет проведена сельскохозяйственная микроперепись. Расскажем о результатах российской сборной в минувшем дне Олимпийских игр в Токио. Глава республики Айсен Николаев сегодня работает в селе Сиэте Кобяйского района. Руководитель региона проконтролирует ход тушения лесного пожара, встретится со специалистами лесохозяйственных организаций и мобилизованными жителями Улуса, задействованных в тушении лесных пожаров. Также на место проведет выездное оперативное совещание по вопросам лесопожарной обстановки на территории Кобяйского района. По итогам совещания будут приняты необходимые решения. На территории района принимаются меры по тушению 8 лесных пожаров. Задействовано 235 человек и 33 единицы техники. В связи со сложной обстановкой было принято решение перебросить в район села Сиэте сотрудников авиалесоохраны. В целом, за минувшие сутки в Якутии локализовано 7 лесных пожаров, ликвидировано 1 и обнаружено 15 новых очагов. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. На сегодняшний день в республике действует 147 лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении задействовано 2040 человек и 255 единиц техники. В настоящий момент на особом контроле находится обстановка в селе Сиэте Кобяйского района и селе Кырыкы Верхневилюйского района. Авиация МЧС и авиация Министерства обороны также продолжает свою работу на территории республики. В связи с стабилизацией пожарной обстановки сегодняшнего дня снят режим чрезвычайной этой ситуации в Аймяконском районе. Роспотребнадзор изменил сроки предоставления ПЦР-тестов для въезжающих людей. Возвращающиеся в Россию граждане должны будут размещать результаты ПЦР-тестов на портале госуслуг в течение 4 дней, а не 3, как сейчас. Эта мера вступит в силу с сегодняшнего дня. Об этом говорится в приказе главного государственного санитарного врача. Тем временем ограничительные меры по COVID-19 в республике будут усилены в связи с ростом количества заболевших. В частности, заведения общественного питания вернутся к прежнему единому режиму работы. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. В ближайшее время рестораны и прочие заведения общественного питания вернутся в единый режим работы без послаблений и ковид-фри зон. Сегодня на территории Якутии циркулирует несколько штаммов вируса, в том числе бразильский и индийский. Последний стал причиной заболеваемости среди детей.
К другим темам. Жительница Якутска перевела телефонным мошенникам 4 миллиона рублей. Псевдосотрудники банка, позвонив женщине, сообщили, что неизвестные лица якобы пытаются оформить кредит на имя пострадавшей. Следуя инструкциям мошенников, женщина взяла кредит и, обналичив всю сумму, перевела свыше 4 миллионов на счет злоумышленников. По данному делу ведутся следственно-оперативные мероприятия. На сегодняшний день звонок из банка является самым распространенным видом телефонного мошенничества. По итогам первого полугодия текущего года жители республики перевели мошенникам более 171 миллиона рублей. От этого никто не застрахован. Люди в последнее время очень верят звонящим, которые представляются сотрудниками банков, сотрудниками телефонных организаций, сотрудниками правоохранительных органов. Людям быть бдительными. Сотрудники банков никогда не звонят. Если вам позвонили сотрудники банка, лучше сбросить трубку и перезвонить самому на горячую линию официальную. Подготовка к новому отопительному сезону в Аймыконском районе идет своим чередом. В котельных райцентра побывали наши коллеги. Подготовка объектов теплоснабжения Аймыконского филиала АО «Теплоэнергосервис» к предстоящему отопительному сезону ведется согласно графика, как по инвестиционной, так и по ремонтной программе. В этом году значительный упор сделан на реконструкцию котельных. Замена второго котла. Уже практически завершаются работы. По версии нагрева все смонтированы. Конвективный блок на стадии завершения. Ну и помимо всего прочего, все вспомогательное оборудование, соответственно, тоже будет заменено. По остальным котлам в ходе ремонтной программы до конца августа будут заменяться конвективные блоки. Большой объем работ выполняется в сельском кусте. По Тирюте мы полностью поменяли котел еще в мае месяце. Значит, в Сарданохе идет ревизия оборудования, заменен дымосос. По Ючугею полностью будут заменены 2 котла до конца августа и замена циклона. Приобъектовые котельные берег Юрде, участок Аймыкон, установлены новые котлы «Тундра». То есть мы котлы старые демонтировали, поменяли оборудование вместе с насосным оборудованием. Для проведения плановых работ по ремонту тепловых сетей еще зимником было завезено все необходимое. И сегодня эти работы выполнены уже более чем на 70%. Наиболее крупные работы на тепловых сетях у нас сосредоточены на коллекторе номер 1 и 2 ТЭСовской котельной. То есть мы меняем 530-е трубы, 426-е на новые. То есть работа трудоемкая, но на сегодняшний день практически полностью завершена. Не предвидится проблем в этом году и с завозом топлива. Как нам пояснил главный инженер теплоснабжающей организации, сельский куст обеспечен полностью до следующего года, то есть речь идет о всех селах без исключения. По Устнере завоз топлива у нас круглогодичный, поэтому мы имеем неснижаемый запас двухмесячный. Короткое северное лето скоро закончится, и результаты подготовки к отопительному сезону будет оценивать уже суровая аймыконская зима. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Аймыконский район. С 1 по 31 августа впервые на всей территории Российской Федерации будет проведена сельскохозяйственная микроперепись. Это выборочный опрос населения, который необходим, чтобы отследить динамику развития сельхозпроизводства. В Амгинском Улусе подготовительные работы к сельскохозяйственной микропереписи начались еще с весны. На данный момент в Улусе созданы 2 инструкторных участка в селе Амга и в селе Абага. В микропереписи задействованы 16 переписчиков и 2 инструктора. Эта перепись проводится с целью актуализации данных сельского хозяйства, поскольку за 10 лет будет очень много изменений. После 2016 года проводится микроперепись сельского хозяйства. Поскольку это микроперепись, она будет проводиться не на полный объем, а будет охвачены 100% сельхозпредприятий, 100% крестьянских фермерских хозяйств и часть ЛПХ. ЛПХ – это лично подсобное хозяйство, то есть население.
Жеребьевку по распределению разрешений на добычу копытных провели в Якутске. Такая процедура проведена в связи с превышением количества поступивших заявок. На столицу по результатам зимнего маршрутного учета выделено всего 2000 квот на косулю. К слову, это была первая жеребьевка за 4 года. До этого на косулю никогда не было квот. Всего охотники подали 22 заявки. Общереспубликанская жеребьевка состоится 1 августа в прямом эфире на сайте Минэкологии Республики. В ближайшие дни утвердят лимиты квоты добычи охотничьих ресурсов на следующий сезон. По поданным заявкам, получается, у нас подало 15 заявок, подано на вид без полового признака, будет разыграно между ними, и 7 человек подали на косулю до 1 года. Среди них будет разыграна эта лицензия до года. Те, которые заявления были поданы по государственным услугам через госуслуги, для них будет отдельно розыгрыш осуществляться в прямом эфире по телевидению, как и в прошлый год. В Якутске проходит 8-я благотворительная акция «Путь к дому». Так, уполномоченный по правам человека совместно с МВД, администрацией города и правительства республики оказывает помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По данным аппарата Абдусмена Сарданы Гурьевой, с начала акции в 2018 году более 600 людям была оказана помощь. В этом году акция проходит на улице Федора Попова. На месте работают медицинские специалисты, полиция, психологи, а также столовая. Идет организационная работа с главами муниципальных районов с той целью, чтобы гражданин смог нормально вернуться домой. Это решение документов, это решение и транспортных расходов, это и воссоединение социальных связей с родственниками. Вот если по итогам 7 акций более 640 граждан обратились, нам удалось вернуть домой около 55. И считаем, что если даже одному человеку мы помогли, это очень, такой действительно нужный результат. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.